Анатолий Лебедь был в моей группе, если вы знаете, герой России, который в аварии в Москве погиб. Как ведущий группы он был идеальный человек. За ним люди шли, он их ввел, возвращал живыми, работал отлично. Вот его многие назвали человеком войной, но они не правы, потому что мало кто его знал не во время боя, а у меня была такая возможность заставать его в моменты, когда ему было грустно, скажем так. Ну, Толя, да, не могу не засмеяться, когда о нем вспоминаю. Помню, когда я был ранен, они же все прибежали меня вытаскивать. И несут меня, несут. Он все повторял, не бойся, не бойся, я смотрю на него. Мне так неприятно было, что он это говорит. Я пытался ему сказать, что не боюсь, у меня просто пузыри вылезали, из башки. Вот. Не бойся. Если говорят, ну выжил я, так получилось. Бежал, воевал, потом другая операция. Толя был... Толя был оригинальным человеком. Редко смеялся, но смеялся вот так уголками глаз, так хитро был, что иногда вот замечу это и спрашиваю, о чем ты думаешь, интересно? Я в одной передаче говорил, когда он мне рассказал, что ему мотоциклы нравятся. Я Харлей хочу, не мог понять, что за Харлей, блин. Харлей. Мотоциклы любил. Ну, он закончил технически, он был борттехником на вертолете в Афганистане. Вот тогда он первый раз показал, на что он способен. На себе он мало говорил, это я уже из источников потом узнал. То, что он какой, я узнал во время боев, то есть мне чужие слова не нужны были для этого. То есть он человек, который звание получал заслугами, а не школой, не академиями всякими, военными училищами. Поэтому офицер, который своими заслугами дошел до своих званий, не оканчивая военного училища, вы просто представьте, какой у него прирожденный талант внутри. Поэтому таких людей ценить надо, уважать надо, помнить надо. Пока помнишь таких, тебя не забудут. Если запомнишь таких людей, не забудешь таких людей, то тебя тоже забудут очень быстро. Вот. Был еще один, Игорь Нестеренко, он погиб в Чечне, по-моему, зимой 99-го года, на руках Толи он погиб. Его в нашу группу привел я, он в какой-то другой группе был, которая была, отличалась чем угодно, кроме дисциплины. Я видел, этот человек выделяется среди группы, я ему сказал, как тебя зовут? Он говорит, Игорь, собирай вещи, иди ко мне там. Вот, тоже был человек, скажем так, олицетворение русской души, что ли. Простота, надежность. Вот так можно было его назвать. Не надо долго объяснять ничего. И сомневаться не надо. Вот. То есть у войны есть только одна хорошая особенность. То есть ты вот буквально за несколько секунд хорошего боя узнаешь человека до мозга костей. А так в мирное время мог бы прожить с ним 100 лет и не знал бы, с кем рядом ты живешь. Но обычно война этих хороших людей у тебя отнимает. Это вот это негативное, которое... Хорошие люди, они не прячутся за спинами других и обычно и погибают первыми. Так что... Албанцы как воины подготовлены? Ну, и среди шакалов есть волки, и среди волков есть шакалы. Особенность, ну, если взять, к примеру, то, что мы
за 2,5 месяца война 99 года, когда НАТО напали Сербию. Если взять, к примеру, что мы за 2,5 месяца вычистили территорию Сербии, несмотря на жестокие бомбардировки НАТО-альянса, вот, то особым духом они не отличались. Но сербы, например, действовали там точно так же, как и они. То есть малые группы, но много. Вот так я был, моя единица, вот мы были военнослужащими 549-й моторизованной бригады, вот мы как помощь были посланы в специальные части полиции, которые занимались вот зачистками от террористов населенных пунктов. И вот я мог видеть, что происходило на самом деле. И всегда были тут, впереди, то есть решали определенные задачи, которыми сербы восхищались, конечно. Для нас это была обычная работа, которую мы выполняли. Главное, чтобы ты знал, ну и что, мораль тут очень простая. Ты защищаешь то, что принадлежит тебе, против тех, которые это хотят отнять. Попадались ли какие-то западные инструкторы, Конечно. живыми, мертвыми? Мы когда, например, в одной из заданий, это был район Раса Кашарес, так называется, это Кашары, там, это на границе с Албанией. Ну, там сербы не послушались, могли убить целую группу, уничтожить около 50 человек. Ну, и уничтожили 18. Я когда рассматривал всех этих, я снимал с них штаны, если не обрезанные, тогда со стороны. Вот. Много было, между ними были и хорваты. Ну, то, что французы, и немцы, и американцы тут как инструкторы были, и как авианаводчики, это понятное дело, тут секретом не является. Вот. Ну, в этих освобожденных селениях я, например, много находил пропагандистской литературы, террористической, которая, например, в основном была немецкого происхождения. И что в ней содержалось? Ну, призывались албанцы к восстанию. Тут писалось, показывалось, как ставить мины, импровизация всех тех. Вот, как-то даже нашел список террористов, которые после взятия определенных районов многим террористам на руку не пошел, потому что они вот у всех убитых террористов, у них у всех, вот, например, в рюкзаке была и гражданская одежда. Вот, когда они попадали в безвыходное положение, они просто переодевались в нее, бросали оружие. Мы типа гражданские. И ты задавал себе вопрос, елки-палки, окружил, блин, стрельбы было, елки-палки, ни с того ни с сего. Солдат нет, гражданские появились, блин, что они размножаются так быстро, что ли? И вот это тоже, вот эта уловка, ее разгадали очень быстро, поэтому перед каждым, вот, когда окружали населенный пункт, вот, через мегафон сообщалось, что все гражданское население полчаса выходит, потом мы начинаем, как и полагается. Потом без гранаты в окно я в комнату не вхожу. Это правильно. Они мало знают, молодые мало знают. Большинство верит в сказки, что Белград освобождали партизаны сербские, хотя, если посмотреть вот воспоминания определенных людей сербов, которые детьми были в то время, ну кто это слушает, ведь они приняли вот западную модель. У них даже День Победы как таковой не существует. Вот. Я как-то заходил на кладбище советских воинов, погибших при освобождении Белграда. Оно было похоже на притон алкоголиков и наркоманов. И, конечно, я в голове себе задаю вопрос, а чем занимается посольство России? Почему это кладбище не держит в нормальном состоянии? Потом как-то приезжаю, вижу, что-то делается на кладбище. Я еще подумал про себя, наверное, кто-то из наших вождей приезжает. Да, так и было, Медведев прилетает мне. Да, и за 2 дня до его прилета его привели в порядок. А так никто его в нормальном состоянии не держит. Фамилии погибших, вот, которые на этих едва видны,
Вот. То есть мероприятия больше служат для поднятия авторитета власти имущих, чем для увековечения памяти тех, кто погиб. Вот в Сербии что они сделали, когда вот эти так называемые демократические власти пришли? Все улицы, которые носили имена русских генералов, российских, точнее, советских, которые освобождали Белград, они переименовали. И помню, мэр города, который в аварии тяжелой умер, по-моему, герои Советского Союза приезжали, участники освобождения Белграда, задавали ему вопрос, почему вы это сделали? Вот, и мэр города ответил вот так, а мы найдем другие улицы, которые назовем ихними именами. Но ведь это было лицемерие. То есть там ведется борьба со всем, что имеет коммунистические корни. Хотя солдат, который освобождал твою землю, кем бы он политически по определению не был, он остается освободителем, и он дал жизнь за твою землю. Ну, что, мне, даже если бы я ненавидел коммунистов, например, мне бы в голову не пришло солдата-освободителя коммуниста ненавидеть. Как? Человек принес свободу на твоей земле, а ты его ненавидишь. А на какие названия теперь дают улицам? В честь кого? Не понял честно. Убирали названия русских генералов. И кого делают названия? Ну, давали какие. Например, названия улиц, которые носили имена английских, американских генералов, французских, они не меняли. Так что подумайте и сами догадаетесь, почему это делается. Но я знаю, что Россия мало внимания уделяет определенным кругам в Сербии по факту. Потому что много вопросов задавали мне, вот почему, говорит, вот, давай, говорит, ты в наше имя, ну где ваше имя? Любой вопрос в посольстве России, зря стучись. Я вообще не знаю, для чего оно существует, посольство России. В Сербии, будем именно про это говорить. Albert, mana Erastonov festival birada challenge illustrated. Zan вопрос ответственный. Нишедар дасташ хомнаут. Масаш Sabinov сидас хонес. Ирата? О, шеса кау фестивал, саназа шаманца бнотнау. Невшимер, Зан вопрос. женнау, мах на фидалтанын шымтыны уақыту и умаку кашан, оды жарайнах имида гнисиш. Фаламах фылдар, каштарта шафылдар, шафидалты, катчыта ферох коттой. Аман калынсыма шафидалта и жончындар, что фаланешта. На фидалта садариттар аркуды коттой, загалан яркуды коттой. Амах куна арсаон фаштама на фидалтанан сынны уақыту и удонма. От фешавсыштым, райшом налузыштым. Ჭრება იდარუდან ირადნა დიხკან ალკამ დარვაინ ამა ავტაკუ ბაკაშონ od ჭრება ირონადან ფულდარ ხასანს ირონატი მაგან ია აშტო სოლხასუ უსადა მუნჩი ბაჟადა შტუდო Лизга чиракотто, и удон шафылдаре ма бонза бахренисы жавам, шафылдаре. Ала он чи бажады, что удон же то есть сама бажады, что все это хайхасы, что. Наважен ирон адам дихкана, масарда бонта никак коттонуй, ма фадалта и махиштарта имен ничи ника джахта, ахам нахаш, айву кудайра, гайву дегурон, айву Пешелмон, а его чрыштон, масадихка. Жахам нахаш, махиштарта ник препушло. Фаламара жахам нахашта, удишбира. Нахиштарта да райде той радиен. Рохканын шафыдалтасын сыну вахту.
Ուսալնու նախամ կուտտեք տնանը խաթր կանզելիշ։ Նախադակ կունարխասամ նշարել ոդնն ռայշոն նշարել ռախացեն։ Մանաշար էի բաժայդիշ։